101 миллион рублей выиграл Башкортостан в конкурсе фонда президентских грантов на поддержку НКО. По размеру софинансирования республика стала второй среди российских регионов. Обсудим, куда будут направлены средства и как это изменит жизнь республики прямо сейчас в программе интервью в эфире главного телеканала республики. Сегодня с нами Люция Сайфуллина, генеральный директор Фонда содействия гражданскому обществу Республики Башкортостан. Люция, здравствуйте. Добрый день. Спасибо, что вы пришли к нам. Итак, 101 миллион рублей вы получили. Каким образом далее планируете ими распоряжаться? 101 миллион, сумму, которую мы планируем получить в ближайшее время, потому что мы заключаем договор с Фондом президентских грантов, они будут идти в софинансирование наших конкурсов грантов, которые есть в Республике Башкортостан и разыграны в первом конкурсе грантов на развитие гражданского общества. То есть это наш региональный бюджет 90 миллионов рублей и федеральный 101. И общий бюджет составит более 190 миллионов рублей. То есть мы уже можем сказать, что НКО могут готовиться для того, чтобы подать заявки, для того, чтобы участвовать в конкурсе непосредственно уже на уровне нашей республики. Совершенно верно. Некоммерческие организации могут уже готовить свои заявки. Мы планируем открыть прием заявок ближе к середине марта. И обо всех условиях обязательно, конечно же, ознакомим предварительно все некоммерческие организации республики. Какие проекты могут быть поданы к вам на рассмотрение? Тематика, суммы, какие можно подавать, да, вот по практике прошлых лет? Я скажу так, что этот год на самом деле очень переломный по сравнению с предыдущими двумя. То есть начиная с того, что мы переходим с этого года на платформу Фонда президентских грантов, то есть это будет новый электронный портал, упрощенная система, знакомая для тех некоммерческих организаций, которые уже участвовали в конкурсах Фонда президентских грантов. То есть полностью интерфейс будет аналогичен конкурсам Фонда президентских грантов. И если говорить о заявках, то это 8 направлений. В каждом направлении от 8 до 14 тематик, начиная с социальной защиты населения, отдельных категорий, лиц с ограниченными возможностями здоровья, поддержки их. Это и пропаганда здорового образа жизни, спорта, культура, образования, наука. То есть направлений очень много, и каждая организация, которой больше 1 года, которая соответствует требованиям конкурса, может подать свой проект. Более того, действительно, если говорить о максимальной сумме, которую можно получить по поддержке, то в ближайшем конкурсе грантов это будет максимальный порог в 3 миллиона рублей. Скажите, пожалуйста, кто выступает генератором развития НКО-сектора в нашем регионе, да, и как вы оцениваете в целом наши позиции в сравнении с другими российскими регионами, потому что стабильно мы лидеры, да, позиции сохраняются? Позиции сохраняются, и благодаря тому, что сам некоммерческий сектор республики развивается, создает новые тренды, и благодаря тому, что в Башкортостане был создан единый грантооператор в лице как раз-таки Фонда содействия гражданскому обществу Республики Башкортостан. То есть тенденция по всем субъектам России – это создание как раз-таки единых операторов грантов. Это упрощенная система подхода, это единые стандарты, это единые критерии, знакомые для некоммерческих организаций. Вот именно к такой стандартизации и идет тренд. То есть, насколько это прозрачная структура? Это обязательно прозрачность, обязательно полностью объективность всей процедуры, поскольку одним из условий софинансирования Фонда президентских грантов является как раз-таки обеспечение прозрачности, объективности при экспертизе, наличие экспертов из других регионов. То есть на сегодняшний день и в прошлом году, в 2021 году, фонд привлекал к работе экспертов из 38 субъектов Российской Федерации, 55 экспертов, 50 экспертов из Республики Башкортостан. То есть это как раз-таки и независимость при оценке заявок. То есть любой человек, находясь, не знаю, начиная с Москвы, там, Калининград, Владивосток, те эксперты, которые есть, они должны были читать заявку и по единым критериям ее оценивать и соответствующие баллы присваивать. Мы знаем, что глава Башкортостана Ради Хабиров уделяет внимание вот именно развитию НКО-сектора, существуют гранты от главы республики, да? Расскажите, пожалуйста, какая ситуация здесь? На сегодняшний день из тех грантов, которые есть, это гранты главы Республики Башкортостан на развитие институтов гражданского общества с бюджетом 90 миллионов рублей. Это гранты главы Республики Башкортостан на сохранение и развитие государственных языков народов республики 50 миллионов рублей. Это те суммы, с которыми мы работали 2 года. Но с 2022 года появляются гранты главы Республики Башкортостан на поддержку проектов в сфере молодежной политики. Планируется 20 миллионов рублей. И, возможно, уже в этом году фонд разыграет впервые гранты главы республики на поддержку кинематографа.
планируется бюджет в 50 миллионов рублей. Я скажу, что среди всех субъектов на сегодняшний день Башкортостан вкладывает больше всех. Ну, я не сравниваю с Москвой, конечно же, у них значительный бюджет больше, но по сравнению, кроме Москвы, с другими субъектами, сумма финансирования максимальная, то есть та, которая вкладывается именно в развитие некоммерческого сектора. Как это влияет на развитие республики? Это позволяет в первую очередь генерить новые проектные решения от некоммерческих организаций. То есть я часто говорю о том, что есть государственный подход к решению одной и той же проблемы, да, который может, как машина государства, сложнее меняется, а есть некоммерческий сектор, который в этой сфере, в узкой сфере является хорошим специалистом и говорит: вот давайте на гранты, они запускают, как правило, пилотные проекты, апробируют их и уже могут спокойно предлагать для включения в государственные программы, государственные стратегии развития и доказывать тем самым даже эффективность, результативность тех подходов, которые предлагают они. Поэтому, конечно же, с точки зрения генерации новых подходов к решению актуальных проблем, которые есть и в обществе, и в образовании, и в культуре, и в поддержке отдельных категорий граждан с особенностями заболевания, некоммерческий сектор – это лучшие, так скажем, советчики, помощники, которые способны как раз-таки сдавать новый тренд в развитии и решении данных проблем. Угу. Мы понимаем, что есть опытные уже руководители НКО, которые знают, как заполнять проекты и получать грантовую поддержку, да, но есть и новички, которым вот только, как вы говорите, кто может участвовать, кто существует более года. Какие советы вы можете им дать? И не планируется ли у вас образовательных лекций, курсов, марафонов каких-либо, которые тоже окажут поддержку в развитии им? Совершенно верно. Есть те, так скажем, некоммерческие организации, которые же являются сильными, много лет побеждают не только в фонде президентских грантов, но и в других фондах, в том числе и в нашем фонде, то есть их заявки качественные, они получают поддержку на развитие своих проектов. Есть новые организации, которые либо зарегистрированы были сравнительно недавно, либо впервые поверили в себя. И я хочу отметить, что если в 2020 году география у нас была охвата значительно ниже по Республике Башкортостан, то в прошлом году заявки подавались с 54 муниципальных образований. Большей части. У нас много заявок с районов стало, и это радует, потому что Уфа забирала прежде 80% всех заявок. Здесь находится в Уфе и руководство, так скажем, региональных отделений всероссийских организаций и многие другие сильные организации городские. Но при этом сейчас конкуренцию составляют районы. Кроме того, районы, так скажем, главы администрации, которые заинтересованы в развитии некоммерческого сектора, они создают проектные офисы, они закрепляют определенных ответственных лиц, которые помогают некоммерческим организациям с их заявками, с реализацией проектов на их территории. И, конечно же, есть те, которые, так скажем, даже не с райцентров, а сельские советы зарегистрировали некоммерческую организацию и заявляются на конкурс. Пусть их проекты, они запрашиваемая сумма 400-500 тысяч рублей, но зато для этой территории это значительная сумма для того, чтобы поменять русло, либо поменять, решить какую-то проблему за счет этих средств. Конечно, ежегодно фонд, и мы сами в этом заинтересованы, чтобы расширялась география, чтобы приходили новые организации, чтобы приходили, следовательно, вместе с ними новые проекты, свежие идеи. И ежегодно мы проводим образовательные циклы лекций. В прошлом году это был образовательный марафон «7 шагов до гранта главы республики». В этом году мы обязательно также будем сопровождать все некоммерческие организации, начиная с идеи, как оформить идею до написания проекта, как подать заявку на портале, как составить правильно смету проекта, как обеспечить информационное сопровождение. Все это со стороны фонда обязательно будет обеспечено, поскольку мы заинтересованы в том, чтобы некоммерческие организации как можно больше заявлялись. Ведь у нас в Башкортостане их более 5000, начнем с этого. То есть, значит, есть огромный потенциал, есть над чем работать, и хочется достучаться до каждой некоммерческой организации и сказать: приходите к нам, давайте попробуем. Если с первого раза не получается, конечно, каждая некоммерческая организация и прежде могла получить обратную связь по тем, есть определенные критерии, по тем моментам, где у них слабые моменты, доработать их и заявиться. И я скажу, что очень часто те, кто проигрывали в первых конкурсах, если они качественно дорабатывали свои заявки, они выходили в победители. Скажите, пожалуйста, вот НКО – это не про заработать, это про то, чтобы отдать свое тепло, да, другим людям. А как вы можете охарактеризовать тех людей, которые работают в этом секторе?
Это неравнодушные люди однозначно. Это люди, которые понимают, о чем они говорят. Я их вижу такими. Они действительно горят за свою идею. Они лучше, чем ты. То есть мы вынуждены погружаться в их проекты для того, чтобы понять, что к чему как. Мы выезжаем на места, мы видим, что они делают, и он вызывает восторг просто от того, какая на самом деле большая миссия у фонда, что мы можем открывать возможности для других некоммерческих организаций и поддерживать такие нужные, такие полезные, такие важные проекты для республики. Руководителями таких некоммерческих организаций, как правило, являются те, кто столкнулись с проблемой сами, либо в семье, например, растет ребенок с определенными заболеваниями, да, либо кто-то из близких столкнулся, либо это люди, которые объединяются для того, чтобы там, за экологию, условно, неравнодушная такая команда людей объединились и хотят что-то поменять в определенной сфере к лучшему, сделать добрее, мир добрее, чище, здоровым, не знаю, внести добро в каждый дом. Вот это такие люди. Я не скажу, что они какого-то возраста, они все разновозрастные, не скажу по гендерному принципу, потому что все зависит от того, какая идея. И люди объединяются вокруг идеи, и эту идею они несут вместе. Ну, давайте призовем тех, у кого есть такие идеи. Если они хотят создать НКО, то могут к вам обращаться за поддержкой, а вы уже подскажете, как можно дальше развивать и множить добро. По созданию некоммерческой организации мы не консультируем, но по тому, как написать заявку, как оформить эту заявку, конечно же, можно обращаться смело в фонд. Все наши образовательные модули открыты, в открытом доступе находятся, то есть можно спокойно изучать. И все методические рекомендации мы заинтересованы в том, чтобы таких некоммерческих организаций с хорошими, добрыми проектами было как можно больше. Спасибо большое, Люция. Сегодня гостем программы «Интервью» в эфире главного телеканала Республики была Люция Сайфуллина, генеральный директор Фонда содействия гражданскому обществу Республики Башкортостан. И мы обсуждали то, что фонд стал победителем вторым среди российских регионов и получил 101 миллион рублей на поддержку НКО. Не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами.